Родители детей, посещающие дошкольные учреждения, ежемесячно вносят плату за детский сад. Ее размер устанавливается учредителем детсада. В нашем случае это местный орган самоуправления. Согласно решению Совета городского округа, с 1 апреля текущего года установлен новый размер родительской платы. Для организации рационального питания и соблюдения ежедневных натуральных норм питания на каждого ребенка, установленных Санпин, с 1 апреля 2015 года установлена родительская плата за детский сад 91 рублей 50 копеек за один день посещения одного ребенка. В последний раз родительская плата повышалась в 2011 году. До 1 апреля этого года расходы на детский сад составляли 54 рубля в день. Повышение платы за детсад прежде всего обусловлено увеличением расходов на финансовое обеспечение работы дошкольных образовательных учреждений, в том числе рост цен на продукты питания. В течение 3 месяцев городской отдел образования пытался сдерживать стоимость оплаты на прежнем уровне, тогда как в других городах России и Республики повышение произошло уже с 1 января текущего года. Однако нынешние цены даже на те же самые продукты питания не позволяют обеспечить дошколят необходимыми нормами питания. 91 рублей 50 копеек – это за содержание ребенка в целом. Туда входит и питание, и различные услуги. Поэтому и эта цена, вот эта 91 рублей 50 копеек, не должна превышать 25% от общей стоимости содержания ребенка. Вот если это сравнивать, то эта сумма совершенно небольшая. А то, что питание, чисто питание, оно, конечно, может колебаться. Согласно решению Совета городского округа утверждена денежная норма питания. В ясельных группах она не должна превышать 115 рублей 57 копеек. В дошкольных группах не более 132 рублей 68 копеек в день. Это обусловлено составляющей частью меню. Повышение родительской платы не стало преградой для предоставления льгот. Для семей, воспитывающих одного дошкольника, льгота предоставляется в размере 20%, на второго ребенка 50%, на третьего 70%. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.